В программе Общего собрания Академии наук Абхазии несколько вопросов, но одним из главных стал выборы президента АНА на следующие 5 лет. Что особенно важно, мероприятие состоялось в День науки Абхазии. С поздравительной речью от имени президента Аслана Бжания выступил вице-президент Бадра Гунба. Аҵарауаҩ адырра ҿыцқәа аԥызҵо ԥхьаҟа иԥшо зԥышәа ҿыц игылараны иҟоуп иԥарақәа ирымазҭо усуҩуп. Аԥсны аҵарадырра дԥырҵоит зус иазҟазо ҳтәылаҿы аус аҿы злагала ду ауаа. Ишәзеиӷьасшьоит агәабзиара, аицакра зқәым арҿиаратә усқәа Аԥсны Айзерҳара ус знапы алаку зегьы. Аԥсны Аҳәынҭқарра Ахада Аслан Бжания. Также Бадра Гунба вручил дипломы лауреатам Государственной премии имени Дзидзария в области науки за 2020-2022 годы. Победителями конкурса стали Зураб Адзенба за монографию «Кальцифильные эндемики флоры Колхиды», Джульетта Адлиба за монографию «Стилевая и поэтико-композиционная система сказки» и Вячеслав Чирикба за монографии «Абхазия и итальянские города-государства 13-15 веков. Очерки взаимоотношений» и «Независимость Республики Абхазия в свете международного права». На пост президента Академии наук Абхазии была выдвинута только одна кандидатура – Зураба Джапуа, который возглавляет организацию с 2013 года. Зураб Джапуа выступил перед присутствующими с программной речью. Прежде всего он поздравил коллег с профессиональным праздником и отметил, что доверенный ему пост в прошлые сроки – это большая честь. Он также наметил перспективные цели в случае своего избрания на третий срок президентства Академии. Единственное, что могу сказать со всей ответственностью, это то, что все, что делал я, все, что мог, делал абсолютно честно. Считаю весьма важным и актуальным, очень взвешенно и прагматично подумать правительству нашей республики и Академии наук о статусе ученого в Абхазии, о его социальных гарантиях. Для этого мы разработали проект закона Республики Абхазии об Академии наук Абхазии, в котором прописаны все подробности прагматических отношений государства и науки в нем. Зураб Джапуа подчеркнул, что в случае избрания продолжит работу по расширению внешних связей Академии наук и академических институтов, научно-издательскую работу и многое другое. Как вам известно, мы учредили издательство «Академия». Повышается научный и издательско-полиграфический уровень двух серий журнала «Вестник Академии наук» и других академических изданий, а их уже немало. Эти и многие другие вопросы буду ставить постоянно и настойчиво, укрепляя позиции науки, государства, закладывает прочный фундамент здоровой экономики и самостоятельного развития в перспективе. После программной речи кандидата также выступили ученые, представляющие академические институты отделения АНА. Совершенно очевидно, что за эти годы было сделано очень много. Первое, на что я хотел бы обратить внимание, это то, с чего должно начинаться любое дело в нормальном современном обществе. Это вопрос, касающийся нормативных документов. За этот период было создано очень большое количество нормативных документов и приняты. И они являются основой деятельности Академии наук и научно-исследовательских институтов в Абхазии. Еще один очень важный аспект. Любое сообщество представляет собой устойчивость в этом мире, когда оно имеет возможность воспроизводиться. Система самовоспроизводства научных кадров в Абхазии, она в значительной степени сегодня тоже связана с активностью академической среды, Академии наук и личного вклада Зураба Джотовича. Зураб Джотович поддерживает нас во всех начинаниях и, в частности, поддерживает
в развитии наших аспирантов. Только в этом году, наверное, не буду говорить о всех предыдущих годах, нам удалось выступить за пределами Абхазии с 27 докладами в 4 городах России. И часть из этих докладов, на наше приятное удивление, вызвали особенный интерес в профильном сообществе, и часть из докладов вошли в тройку лучших. Я с ответственностью говорю, что наша академия на уровне вот этих вот региональных научных центров России, и даже работа Российской академии наук самой, она тоже в какой-то степени, я считаю, сопоставима. Потому что вот тот уровень, который задан, те направления, которые у нас, они, мне кажется, соответствуют этим уровням, этим направлениям. По итогам тайного голосования на должность президента Академии наук Абхазии вновь был избран Зураб Джапуа. Рада Чачава, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.